Вот уже около 2 месяцев в селе Гумиста идут работы по строительству высоковольтной линии 10 киловольт с установкой дополнительного трансформатора. Заказчиком данных работ является УКС. Работы проводятся с Сухумским районным филиалом Черноморэнерго за счет средств госбюджета. Необходимость данной работы была обусловлена тем, что данный трансформатор находится не в центре нагрузки, и распределение энергии по электрическим сетям идет неравномерное. Абоненты находятся на одной стороне, а трансформатор находится с краю. Из-за этого происходит абоненты недополучают электроэнергию из-за потерь больших. Параллельно работы ведутся и на другой улице. И здесь необходима установка дополнительного трансформатора. На этих 2 участках заменили около 40 столбов. Сметная стоимость работ около 5 миллионов рублей. Вторая работа была необходима тем, что данный трансформатор был перегружен, и расстояние от трансформатора до конечного потребителя составляло порядка километров. И там было порядка 70 абонентов, и нам пришлось устанавливать дополнительный трансформатор. То есть люди жаловались, получается, да? Да, конечно, качество подаваемой электроэнергии существенно хромало. На данном этапе, после завершения данных работ, проблема данная будет устранена, и люди будут получать качество электроэнергии. На сегодняшний день работы выполнены на 90%. Завершить их планируют в течение 2 недель. Специалистов достаточно, и погода позволяет справиться в намеченные сроки. Основная проблема – это нехватка техники. Это буровая установка, это вышка, которую в Сухумском районе своей личной автовышки нету, и поэтому нам приходится постоянно ее просить у Черноморэнерго. А специалистов достаточно? Специалисты, слава богу, у нас хватают на данный момент, но планируемые работы, которые должны проводиться в Сухумском районе, требуют еще дополнительных работников. Жители села Гумиста довольны, поскольку до строительства новой линии они страдали из-за слабого напряжения. После войны эти провода мы оттуда-сюда сняли, привезли, сделали, чтобы у нас свет был. А сейчас, пожалуйста, нету, нормально, все хорошо. В общем, вы довольны? Очень хорошо, очень довольны. Зимой были проблемы у нас. Напряжение падало до 90 вольт всего лишь. И многие приборы, бытовые приборы сгорели у меня. Но вот сейчас будем надеяться, что на эту зиму у нас будет снабжение лучше, стабильное, хорошо, и все будет нормально. Надеемся. 30 лет прошло после войны, и с каждым годом понемножечку улучшается наша жизнь. Вот электроснабжение. Сейчас ребята, есть монтеры, вот работают ребята день и ночь, улучшают электроснабжение нам. Спасибо им. Также стоит отметить, что на столбах устанавливаются приборы учета. Работы проводятся за счет средств Черноморэнерго. На сегодняшний день ведется активная работа по установке приборов учета, но я еще раз повторяюсь, из-за нехватки техники, то есть это автовышки, работы приостанавливаются на строительство линий, высоковольтных линий. И поэтому нам приходится делить вышку между установкой приборов учета и строительством линий. На сегодняшний день установлено порядка 300 приборов учета. Это порядка 7-8 трансформаторных подстанций были оборудованы автоматизированными приборами учета. До конца года планируется примерно еще установка 400 приборов учета. Данные приборы учета полностью автоматизированы. Они передают информацию на сервер в центральный офис, после чего осуществляется автоматический сбор данных и счета передаются абонентам. Электронный прибор учета хорош тем, что на него нет физического воздействия со стороны абонентов, и они никак не могут обойти данные. Лаура Капш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.